Придорожная торговля вновь под контролем сотрудников Роспотребнадзора. Сегодня акцент сделали на продажу бахчевых культур. Своевременность и место их реализации часто не соответствует нормам. Покупателю арбузы и дыни вдоль дорог достаются с токсичным багажом. Приобретать их опасно, да и не сезон пока. Несанкционированные торговые точки в репортаже Дианы Дударовой. Именно с начала июля грузовые машины, груженные арбузами и дынями, все чаще начинают появляться вдоль оживленных дорог. А значит, самое время для представителей Роспотребнадзора выйти в рейд. И первое, на что обращают внимание сотрудники в погонах, это наличие документа, подтверждающего качество товара и его пригодность к употреблению, а также соблюдение правил реализации бахчевых культур. Не всегда красивая ягода значит вкусная и безопасная. Определить качество бахчевых на глаз тоже невозможно. Убедиться в отсутствии химических веществ потребитель может только попросив протокол лабораторного исследования. Правда, на этой точке торговцы не готовы предоставить и документы на продукцию даже надзорным органам, а любую ответственность перекладывают на владельца товара, которого зачастую не бывает на месте. Номер телефона. Ага. К сожалению, они не могут предоставить документы, подтверждающие качество данной продукции, то есть содержание нитратов, что они безопасны для употребления в пищу. Из-за отсутствия хозяина на месте, с какими трудностями приходится сталкиваться? Ну, опять, да, вот, привлекать их к административной ответственности бывает очень сложно, но мы дадим еще задание администрации населенного пункта, чтобы они нам предоставили совместно с участковым, пускай они уезжают, берут данные, и к нам они уже с данными будут подходить. Продавать бахчевые официально разрешено только с 1 августа, так как ранние арбузы опасны, можно отравиться. С целью предупреждения попадания на рынок опасной продукции такие мероприятия Роспотребнадзор проводит регулярно. Сегодня в рейде участвуют и специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. На каждой точке отбирают ягоды на проведение лабораторных исследований. Мы их с собой забираем в лабораторию, бак-лабораторию и химлабораторию на определение пестицидов и нитратов и определение на паразитологию. Норма нитратов и пестицидов в каждом килограмме этих ягод не должна составлять более 60 миллиграмм. Их переизбыток может оказать токсическое воздействие на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую и нервную системы. В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора обращают внимание и на соблюдение санитарных условий, спецодежды, наличие медицинской книжки у продавца. Но никто из угощающих арбузами и дынями не встречает покупателей даже в фартуке. Хай санитарные книжки, хам халдис, хажал хутадуш, халат халдис, спецформ. Ерёх говорится, порядка лилди, хам халдис, он кяхат халдис. Крайние меры для предпринимателей, штрафы и запрет на торговлю. Рейдовые мероприятия Роспотребнадзор региона намерен проводить до окончания сезона бахчевых. Если у них бывает товаросопроводительная документация, подтверждающая качество, откуда они привезли это, то вопросов у них не бывает. Но сейчас они, к сожалению, не могут нам предоставить данного рода документы, и нам приходится проводить собственный анализ. И по результатам этих анализов мы дальше будем предпринимать определенные действия, наказывать их. Если идет превышение, то придется конфисковывать эту реализуемую продукцию и направить на утилизацию. Также в ходе проверки выясняется, ни у кого из предпринимателей нет разрешения на торговлю. Реализовывать бахчевые должны в специальных местах, где есть необходимые условия. И это далеко не обочины трасс. Продавать здесь продукты не только противозаконно, но и чревато последствиями для здоровья покупателей. Корка бахчевых прекрасно впитывает тяжелые металлы из выхлопных газов автомобилей. Но вопросы вызывает местная администрация, которая допускает несанкционированную торговлю. Вдоль дорог. Это полномочия муниципалитета, его власть актуально будет наказывать, чтобы... Участковые, как объяснили представители муниципалитета, проводят работу на этих участках. Не отрицают и составление протокола в отношении них и сами продавцы. Только вот картина не меняется. Также не осталось незамеченной зоркому глазу сотрудников Роспотребнадзора несанкционированная свалка у торговой точки. С участковым хатыбяхка, если лоту уже вплоть до конфискации, пускай доставляет ГУВД, решает с ним вопрос. Но я хамлили мещаться, потому что она уже будет разрастаться. Так оно уже или они оплачивают, или увозят этот мусор, но складируйте, прямо у дороги свалка хаяя. Тоже с этим надо что-то делать.
А рядом с этим мусором реализуют и не только арбузы, дыни, но и кукурузу, квас. Что касается желтой бочки, продавец скрылся прежде, чем у него потребуют документы, подтверждающие качество продукции и право вести торговую деятельность. Однако квасу проверки не избежать. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии набирают напиток не с целью охладиться. Содержимое отправится в лабораторию на проверку вместе с отобранными в ходе рейда бахчевыми. Диана Дударова, Хамзат Халухаев. Новости 24.